Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этой минуте. Компенсация аграриям за уничтоженное лесными пожарами сено должна быть выплачена в полном объеме. Более десятка возгораний продолжают действовать в Якутии. У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Раскроем некоторые детали утвержденного правительством России документа. И подарок району побратиму в честь юбилея. Новая беседка появилась в Нерюнгри. Компенсации за потерю заготовленных кормов аграриям должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил сегодня на заседании КЧС первый вице-премьер региона Алексей Колодезников. Напомним, из-за лесных пожаров, затронувших сельхозугодья в ряде районов республики, сложилась сложная обстановка. Большие потери кормозаготовок понесли аграрии Амгинского и Татинского районов. Алексей Колодезников еще раз напомнил об ответственности глав муниципальных образований за возникновение на территории районов и наследия республики лесных пожаров, причиной возникновения которых служит человеческий фактор. На сегодняшний день в отношении виновников уже составлено более 150 административных протоколов, заведено 3 уголовных дела. Всего на территории республики действуют 14 лесных пожаров, из которых 12 находятся в зоне контроля и 2 в зоне обслуживания. Это в Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Сегодня эти очаги локализованы. Алексей Колодезников дал поручение полностью их ликвидировать до завтра. Мы будем ежедневно на контроле эту ситуацию держать. Ну и в целом поручено МВД и МЧС каждый случай сейчас выявлять, потому что мы четко знаем, чьи сельхозугодия, чей лесной фонд, и, соответственно, принять меры. У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением ее утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей. Нацпрограмма подготовлена по поручению президента России Владимира Путина. Реализовать ее планируется в 3 этапа. Всего в экономике Дальнего Востока до 1935 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест. Во всех удаленных населенных пунктах обеспечена авиационная доступность и подключение к интернету. А в каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров. Особый акцент в программе сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры. Объемы вакцинации от гриппа в этом году могут охватить 60% населения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что это беспрецедентная цифра. В прошлом году прививку получили 45% россиян. Министр отметил, что люди активно обращаются за ней в поликлиники, а в регионы направлена уже 2-я партия. На проведение прививочной кампании правительство дополнительно выделило 4 миллиарда рублей. Она продлится до начала ноября, а началась на месяц раньше, чем в прошлые годы. Получить прививку россияне могут уже с 1 сентября. Кабинет министров России планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в следующем году. Планируемая сумма почти в 2,5 раза больше, чем было заложено июньской версией национального плана. Это порядка 12 миллиардов рублей. Благодаря такой финансовой поддержке планируется снижение средней ипотечной ставки до уровня менее 8%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания общенациональный план восстановления экономики, одобренный Кабмином страны. Дачным кооперативам Якутска необходимо срочно погасить долги за электроэнергию. Общая сумма задолженности садовых и огороднических некоммерческих товариществ на сегодня составляет более 35 миллионов рублей. Наиболее крупные суммы должны СОМТ-САТАЛ, СНТ-40 лет Победы, СОТСИТИМ и другие товарищества. Энергосбыт Якутскэнерго предпринимает все необходимые меры по снижению задолженности, предусмотренные законодательством, от направления уведомлений до ведения претензионно-исковой работы. С начала года в судебные органы поданы иски о принудительном взыскании задолженности в отношении 12 садовых некоммерческих товариществ на общую сумму более 20 миллионов рублей, не включая сумму неустойки.
Открылись двери обновленной библиотеки «Созвездие». Накануне в Якутске ее торжественно открыли после масштабной модернизации. Такое глобальное обновление оказалось возможным благодаря включению библиотеки в число победителей национального проекта «Культура». Чем удивит «Созвездие» своих читателей, расскажем в следующем сюжете. Действительно, обновленное созвездие – это современный высокотехнологичный уголок культуры, в том числе культуры общения. После модернизации здесь появилось сразу несколько комфортных зон. Помимо привычного читального зала, есть еще зоны тишины, уединения, отдыха. Появился и коворкинг-центр – место, где можно проводить обучение, конференции и многое другое. После модернизации, конечно, наша библиотека стала еще лучше. У нас, если раньше было для читателей 580 квадратных метров, сейчас после модернизации стало 650 квадратных метров. Так, где-то на 70 квадратных метров она расширилась именно для пользователей. На реализации концепции библиотеки нового поколения были выделены средства из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей. Помимо технического оборудования и оформления пространства, разумеется, был пополнен и книжный фонд. Он обогатился новыми изданиями более чем на 1500 книг. Первые посетители уже успели оценить новшества. В детстве я очень любила посещать библиотеки, поэтому и своих детей хочу приучить. Очень здорово, что здесь есть много пространства для детей, что можно присесть, где комфортно, где уютно. И большое количество книг радует, конечно. Огромное внимание уделено именно детскому чтению. Впервые в этом году библиотека открыла творческую мастерскую, где юные посетители могут творить, обучаться и общаться друг с другом. Закуплены специализированные стеллажи для самых маленьких, чтобы не приходилось тянуться за нужной книжкой. Дети могут читать лежа, отдыхать и именно в такой атмосфере, дружеской и комфортной, приобщаться к волшебному миру литературы. Наш сектор называется «Малая медведица». В ней у нас разветвляются категории от 0+ до 14+. Много разных зон, много творчества для детей. Любой ребенок любого возраста может найти себе любой уголок нашей библиотеки и заниматься и радоваться. Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» уже в октябре еще одна концептуальная обновленная библиотека откроется в поселке Тикси. В следующем году в республике планируется модернизация еще 4 библиотек. Дмитрий Тымыров, Анна Васильева, Иван Яковлев, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри появилась беседка «Дружба». Более 40 лет Нерюнгринский и Чурапчинский районы считаются побратимами. Оба района в этом году празднуют свой юбилей. 90 лет со дня основания Чурапчинскому улусу. В ноябре Нерюнгри исполняется 45 лет. К этой знаменательной дате Чакырский наследник преподнес подарок жителям Нерюнгринского района. Подарок чурапчинцев решено было разместить на горнолыжной базе «Горизонт». Беседка, построенная чакырскими мастерами Дмитрием Еремеевым и Александром Андреевым, изготовлена из лиственницы. Идея вышла весной. Как раз в самом на месте горнолыжки, когда мы с федерацией лыжной гонки Чурапчинской области, с Иваном Ивановичем Оконечниковым приехали здесь посмотреть, чтобы тренировались наши ребята перед спартакиадой. А потом видели здесь беседки хорошие, и как-то вышла идея, что что-нибудь здесь подарить Нерюнгринскому району. Прочность гарантируем и красоту тоже. Что могли, сделали. Так что это наш один из больших подарков Нерюнгринского района. Сразу в нескольких населенных пунктах Якутии сегодня выпал снег. В Айхале Мирнинского района первый снег увидели рано утром, а из Алданского района очевидцы прислали нам видео, снятое в 40 километрах от районного центра. На кадрах видно, что выпало достаточно много снега, а в самом Алдане снег прошел вместе с дождем. Впрочем, в перечисленных выше улусах днем сохраняется плюсовая температура, поэтому осадки быстро растаяли. В Якутске сегодня к концу дня также прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.